При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Говорят, если с начала пути поездка не задалась, удачи не жди, но всякое правило подразумевает исключение. Наше путешествие в одно из самых красивых мест Казахстана, Чырынский национальный природный парк, началось не с самого приятного приключения. Едва мы выехали за город, как у нас сломалась машина. Пришлось возвращаться в город и перегружать содержимое багажника в другой автомобиль. Впереди было около 300 километров по Кульджинской трассе, ведущей из Алма-Аты на восток. Подъем на перевал Кокпек, подъем на перевал Торайгыр и спуск к Чырынскому каньону. После нескольких часов езды по жаре мы прибыли в дирекцию парка. Чырынский государственный национальный природный парк был образован в 2004 году. Он расположен в Винбикши-Казахском, Райымбекском и Уйгурском районах Алматинской области. На территории парка находятся уникальные памятники природы, имеющие особую ценность для туризма и рекреации. Чырынский каньон, Малый каньон, каньон Темирлик, долина Юрт, Чырынская ясеневая лесная дача. Қазіргі уақытта ұлттық паркте 50-ге жуық қызметкер жұмыс атқарады. 5 бөлім. В данное время в парке существует 5 отделений, работают 50 сотрудников и 20 государственных инспекторов. Основная задача парка – восстановить природу и сохранять природные ресурсы. В парке работают 7 служебных кордонов. Есть тропинки для туристов. На территории парка обитают 24 вида млекопитающих, 14 видов пресмыкающихся, 4 вида амфибий и 50 видов птиц. 27 видов птиц и животных внесены в Красную книгу. Богата и флора. Из 1000 видов растений 50 являются редко встречающимися. Вокруг офиса национального парка, где расположилось руководство и егерская служба, находятся производственные цеха, где мастера вручную делают мебель и различные красивые вещицы из дерева. И все это штучный товар. В основном природные материалы используются. Вот корни, ветки и в основном опавшие деревья, высохшие деревья. Это мы придаем вторая жизнь высохших деревьев получается у нас. Вырученные деньги мы перечисляем спецсчет нацпарка, а эти деньги уходят опять-таки на охрану природных комплексов. Мы остановились в гостинице при парке. И в тот же вечер, чтобы не терять времени, решили поехать в местечко недалеко от села Чунжа, которое известно благодаря горячим артезианским источникам с радоновой водой. Их здесь около 150, и все имеют различную температуру. Ну, температура разная. Оттуда начало 33 градуса, здесь у нас 45, 55, там если 60 и 90, там ниже есть температура. В этих местах обитает много животных. Это лиса, корсак, заяц, горный козел, ласка, горностай, тушканчик, каменная куница и многие другие. Из птиц встречаются филин, беркут, бородач, змееяд, стервятник, балобан, могильник и орел-карлик. Мир ящериц и змей представлен алайским гологлазом.
агамой, серым гекконом, щитомордником, полозом и водяным ужем. Чучело многих животных и птиц можно увидеть в богатом музее национального парка. Индустриологиямен және де Алматы облыстық инспекциясымен, орман және аңшылық шаруашылық инспекциясымен бірге. Каждый год весной и осенью проверяются количество птиц и диких животных. По последним данным, в парке обитают 136 голов джейранов и 14 беркутов, 20 краснокнижных соколов-балобанов, 17 черных грифов, 24 конюка, 14 волков, более 1500 кекликов. По сравнению с осенью прошлого года количество животных и птиц увеличилось. Чырынская ясеневая лесная дача знаменита тем, что здесь в урочище Сары-Тагай на площади 5,5 гектаров произрастает реликтовый ясень сагдийский палеогенового периода. Эта территория в нижнем течении реки занесена в реестр ЮНЕСКО как особо охраняемый памятник природы. По подсчетам ученых, примерно 5 миллионов лет назад эти деревья уже шумели кронами на ветру. Так что предки нынешних деревьев являются ровесниками мамонтов и динозавров. Ясень сагдианский живет 300-400 лет, вырастает в высоту до 70 метров. А одно дерево известно тем, что 10 человек, взявшись за руки, едва могут обхватить его могучий ствол. Диаметр его достигает 3 метров. А вверх дерева вознеслось метров на 30. Ясеневый лес существует только в 2 местах на Земле. Ясеневый лес встречается в Канаде и в Казахстане, точнее в нашем Чырынском национальном парке. Общая территория леса составляет 5014 гектаров. Из них 2014 гектаров – лесной покров, а 1100 гектаров занимает сагдийское ясеневое дерево. В мире это дерево встречается очень редко. Существует более 60 подвидов этого дерева, а это место называют сагдийской ясеневой рощей. В ясеневой роще мы были награждены присутствием разноцветных бабочек, напоминающих летающие цветы, а в речке в изобилии водился осман. Но рыбалка в заповедных местах запрещена, поэтому мы, повздыхав о несбыточном, отправились в низовье реки Чырын, где егерь показал нам гнездо степного орла, расположенное очень высоко на скале. Орленок покинул его 3 дня назад, а гнездо, можно сказать, еще хранило тепло крупной птицы с размахом крыльев более 1,5 метров. Мы сейчас находимся в горной части нашего национального парка. Это наша нижняя часть больших лугутов. Сейчас мы видим гнездо степного орла. Вот. Дня 3 назад птенцы покинули гнездо. Вот, как раз занесенная в Красную книгу наша охраняемая птица. Главная наша цель – сохранить это для наших потомков. Не только степного орла, а и джейранов, беркутов, соколов, балобанов. Они тоже здесь обитают. В 5 часов утра нас разбудили егеря. С вечера они предупредили: если мы хотим увидеть джейранов, надо выезжать до рассвета. В пути на одном из обрывов мы обнаружили заброшенное гнездо орла. Эти крупные птицы гнездятся на земле, скалах и на деревьях, питаются мелкими позвоночными и таскают в свои жилища шерсть животных. А вот как раз те самые грациозные животные, которых мы искали. Джейраны принадлежат к роду газелей и обитают в пустынях и полупустынях Азии, а также в горных долинах, поднимаясь на высоту до 3000 метров. Джейраны имеют лировидные рога и характерное белое пятно под хвостом. Они питаются травой и кустарниками, совершают сезонные миграции,
держась в теплое время года небольшими группами, избиваясь в большие стада в холодные. Этот вид внесен в Красную книгу. Самки еще не принесли ягнят и не подпускали к себе ближе, чем на 500 метров. Бізде мекендейтін 32 сүтқоректер саны, мысалға 100-ден астам құстың түрі мекендейді бізде. Соның ішіндегі қызыл кітапқа енген қара құйрығымыз. Здесь обитают 32 подвида млекопитающих и более 100 подвидов птиц. Со вчерашнего дня мы наблюдаем за джейранами, которые внесены в Красную книгу. А сейчас мы сидим возле гнезда черного аиста. В данное время птица высиживает 4 яйца. Здесь очень красивая природа и богатый мир дикой природы. Наша работа защищать все это. Чтобы наблюдать за животным миром зимой, мы организуем биотехнические мероприятия. Совместно с местными органами защищаем природу от браконьеров, чтобы было что передать следующим поколениям. Чтобы наши дети, внуки и правнуки могли гордиться природой родной земли. Каждый работник парка несет ответственность за свою работу. Продолжаем наше путешествие по красивейшим местам необъятного Казахстана. Итак, орла мы дома не застали, зато наблюдали в гнезде птенца кумая. Кумай или снежный гриф – это хищная птица семейства ястребинных. Длина его тела около 1,5 метров. Крылья в размахе около 3 метров, а вес птицы достигает 10 килограммов. Кумай распространен в Центральной Азии, на Тянь-Шани и Памира-Алайи, а также в Гималаях. Эта птица из Красной книги предпочитает держаться на высотах от 2 до 5 тысяч метров над уровнем моря. Гнездится на скалах парами или небольшими группами. В тот же день нам удалось снять еще чуть ли не с километрового расстояния кормление птенца еще одной краснокнижной птицы – черного аиста. Қазіргі кезде осы темірлік аумағында көптен бері бақылап жүрген қара ләйлек, бағанағы орысша айтқанда черный аист деген несінің ұясын бақылап жүргенбіз. В данное время в нашем парке мы наблюдаем гнездо черного аиста. Сейчас птица выводит цыплят. Еще в парке под наблюдением находятся птицы, которые внесены в Красную книгу. Эти виды птиц встречаются очень редко. Их можно встретить в Чырынском национальном парке. Мы можем их видеть и наблюдать со стороны. И хотим, чтобы никто этих птиц не тревожил. Черный аист – существо скрытное. Он селится в равнинных лесах и предгорьях возле озер, рек и болот, так как кормится на мелководье и заливных лугах. В полете черный аист напоминает стрелу, выпущенную из арбалета. Он стремителен, он часто парит, расправив крылья и вытянув назад свои длинные лапы. Птенцы черного аиста 10 дней лежат в гнезде, потом садятся. На 35-40 день встают на ноги, а потом вылетают. Взрослые аисты кормят птенцов 4-5 раз в сутки, отрыгивая пищу. С сожалением покинув это красивое место, мы поехали в Большой каньон, известный под названием Долина замков. Это главная достопримечательность национального парка. Но об этом поговорим в следующей передаче. День был длинный, мы многое повидали, нужна передышка. До встречи!